Бесланышева напомнила персональной ответственности должностных лиц администрации Сухума по исполнению распоряжения, ограничивающего деятельность по добыче криптовалюты. Глава столицы потребовал каждый понедельник докладывать о проведенных мероприятиях по выявлению мест, где работает оборудование по добыче криптовалюты. Всячески пресекать деятельность до момента, пока ограничительные меры не будут сняты. Прошу вас выявлять, проводить постоянные рейды, мониторинг по выявлению мест, где производится, где работает оборудование и производится добыча криптовалюты. Сразу предупреждаю всех тех, кто работает в администрации, несете персональную ответственность. Бесланышева с сожалением констатировал, что из-за деятельности криптофирм страдают законопослушные горожане. Частыми стали отключения электричества из-за перегрузок сетей, а отключение электроэнергии ведет и к другой проблеме – отсутствию воды в кранах. Мы видим, как обеспечивается наше население города электроэнергией. По мнению специалистов-энергетиков, причиной тому работа майнинговых ферм. Мы сделать должны все для того, чтобы добиться результата. Жалоб очень много, мы все это знаем. Это отражается на обеспечении воды города, потому что когда отключают свет, отключаются и наши насосные станции. И получается, нет света, нет воды. Мэр Сухума, заметив, что в обществе бытует мнение, что электрики участвуют в подключении незаконных майнинговых ферм, обратился к руководителю энергетической комиссии при администрации Леону Кварчия провести совещание в СУЭС и предупредить о персональной ответственности каждого, кто будет участвовать в незаконном подключении. Будут выявлены или той или иной информации. Управление внутренних дел нам в этом поможет потом смотреть и стыковать информацию. Никто не поможет. Будем действовать очень жестко. Вы должны давать информацию, где, возможно, может стоять майнинговая ферма. Поэтому от вас очень много зависит. Много говорили о том, что так или иначе электрики участвуют в подключении, переподключении и так далее. Леон Гурамович, под вашим председательством, как руководителя энергетической комиссии города, провести совещание в Сухумском управлении электросетями, предупредить о персональной ответственности каждого, кто будет участвовать в этом процессе. Начальник СУЭС Тимур Джинжоли сообщил, что у энергетиков есть возможность отследить, в каком из районов повышается нагрузка на электросети. Мы видим нагрузки наших федеров отходящих, мы знаем, где они у нас возросли, в каком направлении надо идти, в каком районе надо искать, ориентировочное представление у нас есть. Обращаясь к руководителям домоуправления, глава города заметил, что им может быть известно, где, возможно, могут стоять майнинговое оборудование, так как знают расположение зданий и сооружений на своем участке. Лучше вы поработайте все вместе, дружно, для того, чтобы выявить эти места и довести до населения, те, кто пользуется этими машинками, что в данный момент это запрещено. Это должно быть для всех. Участников совещания интересовал вопрос правомочности проникновения в частные домовладения проверяющих групп из числа работников СУЭС. Вы нам дайте информацию, а мы будем с этим работать. Зайти в дом вас без нас никуда не пустят. Я поеду с начальником УВД города, и я посмотрю, как меня не пустят домой, где будут работать машинки. Раз так пойдет разговор. Начальник УВД Сухума Астамур Хагуш сообщил, что будут проводиться как подворовые, так и поквартирные обходы. Замглавы столицы Автандил Сурманидзе высказал идею провести собрание жильцов. Когда мы что-то требуем от города, от президента, мы сознательно должны подойти к этому. Жители нашего города не знают, где что у кого стоит. В этом они нам должны помочь. И только так мы можем поправить положение. На совещании было решено организовать горячую линию, чтобы люди сообщали о местах, где установлены майнинговые фермы. Граждане могут звонить по телефону 226 55 16 в рабочие дни с 9 до 18 часов. Конфиденциальность гарантируется. Второе совещание было проведено с участием управления, организаций и учреждений, подведомственных городу. Бесланышева напомнил, что все подразделения министерств, ведомств, местных администраций городов и районов категорически не имеют права располагать на подведомственных территориях оборудование для добычи криптовалют. В категорической форме не имеют права располагать на своих территориях оборудование для добычи криптовалют. Даже в тех помещениях, которые переданы в аренду. Хочу вас предупредить, вы все получите в канцелярии сегодня уведомление в письменной форме, где будет предупреждение о персональной ответственности. Если такое имеет место быть, то надо расторгнуть договора с ними, ввиду того, что введены такие ограничительные меры.
Еще раз вас хочу попросить всех и предупредить, что у нас потом разговор не получится. Замглавы руководитель энергетической комиссии при столичной администрации Леон Кварчи сообщил, что будет проведена инвентаризация на вверенных администрацией территориях на предмет выявления незаконно установленного оборудования. В случае наличия подобного оборудования или в случае наличия такого оборудования на предоставленных вами в аренду посторонним лицам помещениях, договоры аренды надо расторгнуть и проконтролировать демонтаж и вывоз оборудования. То есть вам необходимо вначале провести инвентаризацию для того, чтобы убедиться в том, что действительно на территориях ваших предприятий отсутствуют подобные аппараты, подобные установки. Приглашенные на совещание участники отмечали, что проблема приобрела такие масштабы, что, возможно, надо привлекать все правоохранительные структуры республики. Беслан Ишбо указал на существование правового вакуума, что не хватает нормативной базы для наказания тех, кто занимается майнингом. Глава города поручил Леону Кварчи осуществлять постоянный мониторинг и сбор информации, рейды и выезды на хозяйствующие субъекты, которые заняты предпринимательской деятельностью, МУПы, муниципальные учебные учреждения и так далее, чтобы убедиться, что в них нет установок по добыче криптовалюты. О результатах докладывать каждый понедельник. Первый отчет должен быть готов к 25 января. Мадина Абганба, Амра Амичба, Давид Авицба, пресс-служба администрации города Сухум.